Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. В регионе продолжается борьба с огненной стихией. На тушение лесных пожаров буквально поднялась вся республика. Трудовые коллективы направляют своих сотрудников к огнеборцам. Также примыкают все желающие со всех районов региона. Борьба со стихией буквально объединила всех жителей. Трагедия села Бяскёль потрясла всех якутян. Какая помощь оказывается семьям, чьи дома сгорели? Когда будут построены для них новые дома и где сейчас живут пострадавшие? Поговорим об этом и не только с вице-премьером Республики Саха-Якутия Ольгой Балабкиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько семей лишилось крова из-за лесного пожара? Да, действительно, трагедия, которая произошла в Бяскёле, сегодня, к сожалению, лишили у нас крова 37 семей. Это 175 человек, и пожилые, взрослые, и дети оказались без жилья. Пожилые и дети сразу были отселены и эвакуированы разными способами в эвакопункты и к родственникам села Бердигистях. По поручению главы республики я встретилась с женщинами, детьми, которые были отселены. Мы с ними совместным решением приняли решение о том, что пожилым будет рекомендовано находиться, и они будут определены в дома для реабилитации в городе Якутске. Сейчас мы ведем работу для того, чтобы и в других субъектах федерации нам были предоставлены места. Я думаю, что в ближайшее время решим. А ребятишки Бяскёля, Горного Улуса, в том числе и двое ребятишек из Намского Улуса, они у нас вчера уже достаточно успешно добрались до лагеря «Орленок», где их встретил сам директор Александр Васильевич Джаус. А часть ребятишек намских сегодня у нас находится в Сосновом Бору. Соответственно, очень тоже довольны. И я думаю, что такая работа по всем населенным будет продолжаться. Люди у нас находятся либо у родственников, либо в эвакопунктах. Эвакопункты, пункты временного размещения людей, они у нас все по всей республике размещены в основном в наших общежитиях или интернатах соцучреждений. Так же, как и в Бяскёле, в Бердигистяхе, это интернат одной из школ и непосредственно одна из школ, в которой созданы условия для проживания. В первые же минуты люди были обеспечены всем, что необходимо для, соответственно, первых бытовых нужд. И сразу главой республики было согласовано и принято решение о первоначальной, условно говоря, самой первоначальной помощи на первые нужды. И эти деньги уже получили каждый, кто, оказался как раз отселенным из зоны, лесного пожара, по 30 тысяч рублей. Люди сами проговорили с нашими социальными работниками, куда перечисляются деньги. Деньги были в течение 2 дней им предоставлены. Кроме того, ребятишкам, которые поехали на отдых, были предоставлены и деньги на карманные расходы с учетом, в общем-то, тех возможностей, которые у нас есть. Я благодарю предпринимателей города Якутска, которые организовали школьную ярмарку. Они нам помогли здесь ребятишек быстро собрать, потому что даже с Бердигистяха тоже очень быстро уезжали для того, чтобы все очень четко, оперативно было отработано. На настоящий момент по постановлению правительства Республики Саха-Якутия готовятся документы по оказанию также в соответствии с действующим постановлением правительства через госкомобеспечение, тот, который у нас всегда занимался наводнениями, но, соответственно, сейчас последствиям по пожарам. Готовятся документы по, соответственно, еще выделению людям, тем, кто утратил жилье и на нужды первой необходимости по 25 тысяч рублей. И, соответственно, по линии Министерства труда и социального развития сегодня, так как Горный Улус относится ко второй зоне, мы сейчас собираем на 27 семей, которые у нас относятся к категории получателей этой помощи, соответственно, документы на получение денег от 36 тысяч до 90 в зависимости от доходов семьи. Будут они из расчета на одного члена семьи. А всей помощи, которая оказывается в этих условиях, поставлены индивидуально каждый, кто находится сегодня в Бяскёле, либо в Бяскёле, либо в Бердигистяхе. Такая ситуация. Расскажите, когда начнется строительство домов для погорельцев? В данной ситуации у нас по поручению главы республики организован штаб
под руководством первого вице-премьера республики Дмитрия Бердникова. Все вопросы он решает на месте. И, соответственно, вчера вот он тоже был до глубокого вечера там в Бескюле и, соответственно, обсуждал с жителями и форму, и когда начнется расчистка, насколько я понимаю, по информации его оперштаба, она уже началась с территории. Сегодня мы решаем достаточно принципиальный вопрос, где люди будут находиться, значит, соответственно, до момента строительства нового жилья, кому это жилье необходимо. И, соответственно, значит, с каждым работаем индивидуально, исходя из потребностей. У кого-то пропал, у кого-то, значит, исчезли, значит, кто-то не забрал паспорта. Восстановленные паспорта были в течение суток практически. Сейчас восстанавливаем тоже в срочном порядке свидетельства о рождении детей, потому что многие не забрали именно даже базовые эти документы. Поэтому все потихоньку, не потихоньку, а достаточно быстро и оперативно. Вы уже рассказали про детей, которые поехали в лагерь «Орленок». А будет ли организован отдых за пределами региона для других детей? Ведь порядка 50 сел и городов дышали все лето смогом. Да, будет организован соответствующий, значит, отдых и будут организованы соответствующие выезды. Буквально значит, сейчас мы решаем вопрос принципиально по тем улусам, которые находятся в зоне пожаров. Такое поручение вчера министр образования Михаил Петрович Сивцев получил. Есть у нас уже предложение от лагерей. Соответственно, нам нужно только четко логистику определить, потому что сложности, в том числе с транспортной, у нас есть. Давайте перейдем еще к эпидобстановке. Как проходит вакцинация против ковида в регионе? Сколько на сегодня охвачено прививками и при каких показателях должен сформироваться этот самый коллективный иммунитет? Ну, давайте я начну с того, что коллективный иммунитет у нас должен сформироваться при 70% от всего населения, в том числе от взрослых. Мы недалеки, конечно, от коллективного иммунитета совместными усилиями, но нужно сегодня очень четко понимать, что очень сложно сейчас находиться в ситуации, когда две угрозы существуют. Да? Угроза как пожаров, так и угроза по ковиду, она не упала, потому что обстановка по ковиду остается напряженной. Сейчас основные, значит, категории людей, которые... Мы об этом много раз говорили с самого начала мая месяца, тогда, когда началось вакцинирование. Сейчас у нас без вакцины, без защиты от вакцины остаются две категории, можно сказать, 3 категории граждан. Это прежде всего беременные и кормящим, которым нельзя ставить вакцину. Это непосредственно, значит, дети наши. И, соответственно, значит, это категория, совсем маленькая категория людей, у которых предписаны медотводы. Вот это та группа, которая сегодня, к которой мы должны относиться очень трепетно, потому что они защиту получить не могут. Поэтому сегодня мы в обязательном порядке призываем всех, особенно перед началом учебного года, мы готовимся к нему, чтобы у нас были провакцинированы все работники, значит, детских садов, работники школ, работники, тренера, те, кто будут заниматься с детьми. Ну и, конечно же, обращаемся к родительскому сообществу. Очень важно, чтобы родители четко понимали, что их ребенок приходит в безопасности. Нам очень важно, чтобы, значит, родители все-таки приняли решение и тоже провакцинировались ради здоровья своих детей и ради здоровья детей, которых они приводят в группы детских садов, школы, потому что еще хочется начать процессы учебные для того, чтобы все было достойно и дети получали нормальное образование. И мы к этому действительно готовы. Вакцинация. Мы, значит, непосредственно вообще в целом по вакцинации ведем вакцинальную кампанию в течение 1,5 недели. Находились в таком вот положении, когда в ряде городов республики не было вакцины. Сейчас вакцина есть везде. Вакцина есть 2 видов – «Спутник» и «Спутник Лайт». Соответственно, значит, часть населения у нас пошла уже на ревакцинацию. Это тоже достаточно важно. И нужно сказать, что, значит, темпы вакцинации снизились. И поэтому, используя и эту площадку актуального интервью нашей национальной вещательной компании «Саха», значит, я бы хотела обратить внимание на то, что вакцинироваться необходимо. Кроме того, обращаю внимание на то, что 15 августа наступает период тогда, когда работодатели, которые включены в список непосредственно работников к обязательной вакцинации,
значит, должны отстранять работников от работы, не прошедших вакцинацию. Это не отстранение, это отстранение без сохранения заработной платы. К сожалению, мы вынуждены об этом говорить. Не предполагает перевода на удаленный вид работы. На удаленный вид работы предполагается перевод лишь только от тех, кто относится к категории беременных, кормящих, либо тех, у кого медотвод. А почему пошли на это решение? Потому что сегодня важная задача сохранить вот этот вот баланс, который у нас сегодня по ковиду достигнут. И не допускать, естественно, вот его распространения. Мы очень долго спорили, безусловно, да, и у очень многих возникает вопрос, должны ли, например, быть привитыми добровольцы, да, и как можно в условиях стихии там соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Мы не должны забывать о ковиде, это важно. Он есть, он распространяется, и, естественно, тогда, когда боремся со стихией, невозможно там и соблюдать социальную дистанцию, даже тогда, когда парни-огнеборцы отдыхают, это невозможно. И женщины, когда готовят, это сложно. Но мы все санитарно-эпидемиологические нормы соблюдаем в эвакуационных пунктах. Да, может быть, те, кто был в эвакуационном пункте того же Бердигестяха, видел, что значит, есть и измерение температуры, есть и, соответственно, значит, соответствующие, значит, средства защиты, и есть и, значит, аппараты, которые обеззараживают воздух. Поэтому сегодня, конечно, рекомендуем использовать добровольцев, и добровольцам все-таки подумать о вакцинировании, если есть желание туда ехать. Расскажите, организуется ли в регионе реабилитация для перенесших ковид и планируются ли подобные мероприятия в населенных пунктах, переживших сильное задымление от лесных пожаров? Реабилитация от ковид республика начала одна из первых в стране, сразу после того, как у нас мы увидели последствия первых больных на территории республики Саха-Якутия. Опыт реабилитации ковидных больных был взят за пример в целом. И по Дальнему Востоку у нас брали этот опыт и другие субъекты Российской Федерации. С 1 июля по всей России, значит, непосредственно наступил период диспансеризации постковидных больных. Сегодня мы работаем с ними. Значит, есть определенные сложности, в том числе с тем, что на настоящий момент многие отвлечены на пожары. Поэтому, соответственно, значит, мы свои темпы в данном вопросе будем наращивать. И очень благодарны Министерству здравоохранения России, которые откликнулись на то, чтобы, значит, непосредственно отправить сюда специалистов, ведущих федеральных медицинских, значит, институтов, для того, чтобы, значит, сегодня удержать как ситуацию по ковиду в связи со сложностями, которые есть по пожарам, для того, чтобы реабилитация прошла в комплексе, в том числе и с, значит, реабилитацией значит, заболеваний, которые связаны с дыханием. Я каждый день лично отслеживаю количество, значит, обращений на нашу скорую помощь города Якутска прежде всего. Такую же работу у нас проводят главные врачи по всей республике. И нужно сказать, что есть у нас обращения, безусловно, сегодня, например, да, есть определенный рост обращений по ковиду в городе Якутске. Если на прошлой неделе это было 9-10 экстренных сообщений, сегодня уже звучат цифры 12-15, но вот сегодня было, опять же, всего 11 обращений за сутки по ковиду. У нас вновь появились обращения с, значит, непосредственно с астмой и задымлением. Но мы сразу сказали о том, что группы как офтальмологов, так и пульмонологов, и группы терапевтов у нас готовы для того, чтобы выезжать в районы, оказываем телемедицинскую помощь, если такой возможности нет, и работаем по горячей линии тем, для кого характерны такие заболевания, которые связаны с легочными путями. Конечно, сейчас всем сложно. Да, конечно, сейчас могут возникать какие-то вопросы, недовольства, боль каждого, она ведь начинается там, когда начинает болеть кто-то из членов семьи. И, безусловно, мы это все переживаем. Мы переживаем, и переживает каждый из нас. Но поэтому очень важно превентивно озаботиться о своем здоровье. Никто не отменял в республике масочного режима на больших мероприятиях. Соответственно, сейчас в обязательном порядке мы определили, что все огнеборцы должны быть обеспечены очками. Стоило только, соответственно, значит, решить эту проблему как обеспечение очками. У нас, соответственно, ушли и обращения, связанные с
офтальмологическими заболеваниями в местах тушения пожаров. Да. Соответственно, значит, это вот работа, которая идет с листа. Все предугадать, предусмотреть, а тем более предугадать стихию мы просто не в состоянии. Ну нет в мире человека, нет в мире просто силы, которая может все предугадать и предотвратить. Да. Я считаю, что сегодня вместе с жителями республики мы все достойно боремся с тем, что возникло у нас на территории республики. Я очень благодарна всем тем, кто помогает, и каждому, наверное, якутянину за то, что мы вместе. Даже те, кто когда-то чем-то недоволен, те, кто кричит в социальных сетях, да, как бы в ваших словах, да, это ваша боль. Да, мы это прекрасно понимаем. Хорошо, что вы неравнодушны. Я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с вице-премьером Республики Саха-Якутия Ольгой Балабкиной.